Коми республиканской типографии издан двухтомник «Моя звезда была полярной», посвященный памяти Николая Герасимова, заслуженного геолога России, кандидата геолого-минералогических наук, с 2015-го министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми и зампредседателя правительства региона. Николая Герасимова не стало в 2018-м. Презентация книги о человеке, который внес серьезный вклад в развитие нашего региона, прямо сейчас проходит в Институте геологии в Сыктывкаре. На месте работает наш корреспондент Евгения Кладкевич. Евгения, здравствуйте, вам слово. Да, здравствуйте, Евгений. Добрый день, дорогие телезрители. Действительно, сегодня нам посчастливилось быть на презентации книги «Моя звезда была полярной», посвященной Николаю Герасимову. Это был поистине удивительный человек. В нем, кажется, сочетались самые разные таланты. Писатель, ученый, геолог и политический деятель. Книга «Моя звезда была полярной» стала его портретом. В первый том вошли стихи, которые Николай Николаевич написал при жизни, а во второй уже воспоминания тех, кому он был дорог. Это его друзья, журналисты, земляки. На страницах есть даже редкие, неопубликованные ранее интервью и, конечно, переписки Николая Николаевича с его коллегами. Ответственным редактором и, пожалуй, главным гостем сегодняшней презентации стала вдова Николая Николаевича Ольга Белова. Она же стала главным составителем книги. Ну а прямо сейчас рядом со мной находится один из лучших друзей Николая Николаевича Герасимова, а также еще один составитель книги Николай Викторович Лапшин. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Викторович, скажите, пожалуйста, какой материал вы внесли в данную книгу? Ну, я сделал небольшую заметку о нашем похождении по Африке. Ну, а так мне, конечно, по жизни повезло продружить, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, больше 40 лет. Поэтому всю жизнь вложить в небольшую статью, естественно, невозможно. Поэтому вот эта книга, наверное, и отличается, что все, кто из авторов, они сказали то, что они хотели. Может быть, не каждый смог донести, но вот и получилось такое разнообразие, многогранность характера Николая Николаевича. А так вот мы с ним начинали жить, то есть работать в одной партии, в одном отряде, жили там месяцами в одной палатке. Скажите, пожалуйста, а каким вы его запомнили? Ой, разнообразным, конечно. Ну как, друг, если мы не потерялись за 40 лет жизни, значит, что-то нас связывало. Поэтому у нас было очень много. Наверное, вот каждый из нас бы не достиг, если бы он шел бы один по этой дороге. А так как мы были все время в связке, то он говорит: Коля, сделаем. Я говорю: ну куда деваться? Конечно, пойдем и сделаем. Мы делали много. То есть мы начинали осваивать Парновское железо-марганцевое месторождение, первые работы по разведке, по добыче руды. Вот. Вместе поднимались на горы, там, на Макинли, на Килиманджаро, вместе сплавлялись там, по полярно-уральским рекам. То есть, вот, вы были очень близки, да? Да, ну, конечно, были времена, когда мы и месяцами не виделись, но все равно вот этот локоть друга всегда ощущался по всей жизни. И вот эта потеря, конечно, она невосполнима для меня. И вот эта книга, в принципе, почему она для нас важна, что ты можешь раз от раза еще и еще раз поговорить с ним, прочитать вот то, что он хотел сказать. Спасибо большое, что сегодня здесь с нами, но я, конечно, хочу пожелать каждому телезрителю обязательно прочесть эту книгу. Также хочу отметить, что было издано порядка 1000 экземпляров, 50 из которых направили в различные библиотеки нашей республики. Часть книг была разослана в различные регионы нашей страны. Подробности презентации, ну, конечно, в деталях о книге «Моя звезда была полярной» Юрген расскажет чуть позже. Следите за нашими эфирами. Евгений, передаю слово вам.